Сегодня позначены проблемы, да, и будут вопросы начнем с того. Даже я просто кратко скажу, для человека, когда прописано, можно просто прокручивать, не сопровождаясь текстом. Во-первых, первое, что сказать, что на самом деле сегодня правительством Республики Саха-Якутия начата работа с начала изменения законодательства федерального федерального органа. То есть с начала 2012 года изменились полностью подходы, в том числе в первую очередь финансовые, для содержания, скажем так, медицинской помощи в нашей республике. Мы понимаем все, наверное, задачи и ту работу, которую необходимо проводить с условием проживания населения нашей республики. И тем не менее, хотелось бы сказать, что ту работу, которую мы в течение года проводили, она сегодня получилась как нельзя наиболее актуальной. Несмотря на то, что объявлена программа модернизации, которая будет наступать с 2020 года, именно те принципы, которые были заложены нами еще в конце 2018-го, сегодня стоят именно в этой программе. Это первое — обеспечение гарантированной и доступной качественной медицинской помощи и создание системы медицинских организаций в основе перспективных новостных потребностей населения, которые сегодня проживают. И обязательно должно быть применение принципа зонирования национальной организации единых отделений или приемов для обслуживания медицинской помощи. И то, что сегодня приводилось в пример народными депутатами, которые говорили о том, что поставить организации нельзя сохранить, мне хотелось следующий слайд показать, как раз Гостовет. Я сразу извиняюсь их качеству, потому что они тут за наличием несколько такие, можно дальше, да? Это вот как раз структура, то, что мы сейчас делаем, это на слайде Гостовета было, главе Скворцовой. Как должна выглядеть сегодня система? И мы к этому как раз пришли. Следующий слайд, пожалуйста. Это, то, что говорила Софья Владимировна о том, что должна быть другая система штатного расписания, допустим, мы потом на академии, мы называем сегодня филиалы федеральных военных комиссий. Там как раз таки предусматриваем то штатное расписание, которое может позволять работать в том числе в круглосуточном режиме. Дальше, пожалуйста. Сегодня наша система состоит вот таким образом, то есть практически свыше 400 различных медицинских организаций, которые оказывают только клиническую медицину. Следующий. И вы как раз пошли слайды. Я хотела сказать, вот это как раз цифра показывала интервью. Я хочу, чтобы вы посмотрели в сравнении. Не очень качественно, но тем не менее, те самые основные результаты, они очень хорошо видны. Смотрите, у нас сегодня первичное население занимает 445 медицинских организаций. Следующий слайд, пожалуйста. В них работает 2515 врачей. 23,6 сегодня у нас обеспеченность медицинским персоналом. Когда сегодня по Российской Федерации норматив не выше 19. Следующий. И смотрим, что у нас сегодня все равно имеется перекос системы и большое количество нагрузка на работников, которые это показывает. На самом деле выявляется, что у нас каждый врач принимает 11 человек в сутки. Понятно, что это грубые расчеты. Понятно, что это такие, возможно, не очень объективные, но тем не менее, среднестатистически это так. И говорить, следующий можно сказать, заработная плата, да, сегодня. Самый высокий процент заработной платы сегодня именно на минимуме. 79 доля фонда оплаты труда среди расходов на все медицинское обеспечение, 78 это экология 6 месяцев, а по 9 с учетом повышения заработной платы с 1 июня у нас уже 83. Тогда как мы будем говорить о каком-то материально-техническом обеспечении, о лекарственном обеспечении, когда у населения идет все на заработную плату? При этом качественные показатели, в том числе удовлетворенности, доступности медицинской помощи, у нас остаются крайне низкими. Это я подвожу к тому, почему мы этим занимаемся. И сегодня как раз таки в рамках программы модернизации Российской Федерации говорится о правильном подходе строения самой системы. И вот мы сегодня говорим очень много, почти сейчас только про штатное расписание. На самом же деле мы проводили большую аналитическую работу не только в штате, но и в материально-технической базе, но и в том самом оборудовании. Можно быть дальше, я покажу. Это как раз тоже зачитали Москвы, число врачей. Помните, был такой ажиотаж
штатного расписания мы наращиваем фонд врачей. Дальше, пожалуйста. Вот по оборудованию. Это статистика на 1 января 2019 года. За год мы эту статистику изменили кардинально. Мы провели еще раз говорю большую аналитическую работу по обеспечению. Вот оборудование 29% требует замены. Это дает Москва. Сегодня эта цифра в разы выше. Следующее. По числу зданий, которые требуются ремонта, 28%. Еще раз говорю, это цифра статистики о том, 30 на 1 января 2019, на 20 эти цифры будут другие. Поэтому мы не смотрим только врачебный или медицинский персонал, мы смотрим всю базу. И благодаря той работе, которая была проведена, я считаю, что мы сегодня максимально подготовлены для вхождения в программу модернизации первичного звена. Как раз таки, где говорится в том числе про автотранспорт. Впервые в этой программе появилось такое понятие, как транспорт санитарный для поликлиник. Как раз о чем вы говорили, не условные автомобили, а так называемые народные хозяйства. То есть те предложения, которые мы вносили. И это тоже будет предусматриваться. Следующий, пожалуйста. Но это в целом то, что хочу сказать, что у нас действительно сегодня мы говорим про стратегические пункты и про геолокацию. Да, сегодня именно в нашей республике создаются дополнительно 4 акушерских пункта, которых априори нету. Созданы 2 врачебные амбулатории, где населенные пункты вообще не имели медицинской помощи. Да, мы ликвидируем 4 физических акушерских пункта, но где они находятся? И каких которые закрыт район. Это Черам, который буквально 3 километра центральной районной больницы Кирпёва, где 4, 7 проживает, там будет домовое хозяйство. Ни одна врачебная организация не закрытая, потому не требует общественного согласования или мнения. Да, мы преобразовываем. Почему преобразовываем? Потому что сегодня нет в законодательстве понятия участковая больница. И даже сегодня, заполняя программу модернизации в электронном бюджете, ни одна участковая больница, я считаю, что мы здесь опоздали, не входит в состав, выкидывает программу, нет нормативной подготовки. Поэтому мы приняли у себя решение, что там, где в рамках труднодоступности и сложности остаются врачебные амбулатории, либо ФАПы, филиалы центральных районных больниц, что не входит комиссия. И эта программа принимает либо врачебные амбулатории, либо стационар. Что такое дневной стационар? Это та же форма медицинского лечения. Это те же бесплатные лекарственные препараты. На мой взгляд, что здесь самая большая настороженность населения, что не боятся, что лекарства им придется покупать самостоятельно. Мы везде объясняем, что дневной стационар это то же самое, что круглосуточный, смысле вы там и начнете. Когда я общаюсь с населением, когда мы разговариваем, они прекрасно это осознают и даже рады, что им не надо оставаться там где-то в условиях. Что касается буквально пробегусь конкретно по тем заявлениям, которые сказали. Что Лаврентьевна, замечательно, разного дня, она прекрасно знает, что мы это поддерживаем. Это правильный как раз формат, это к тому мы должны стремиться. И те учреждения, которые сегодня создали эти условия, это как раз те формы медицинской помощи, которые должны существовать. Что касается профилактики, уже не в медицине, но мы как раз в этом году увеличили как раз количество финансовых средств на профилактику. Даже сегодня профилактика стоит дороже, чем заболевание. В том числе туда вошли и дневные стационары, стационарный домов, плата и школы здоровья. По дневным стационарам они будут во всех врачебных амбулаториях, это однозначно, и там будет штатное расписание, о котором я уже устанавливала. Часть туберкулезной службы, это, наверное, отдельный формат. Здесь, что касается детских туберкулезных санаториев, надо отметить, что там не лечатся дети, которые подвержены риску, там дети, которые на сегодняшний день как раз таки попавшие в трудную ситуацию. И вопрос решения, который прописан в рекомендациях, мы, в принципе, его поддерживаем. По санитарам у нас пошло сегодня вообще, в частности, 11 объектов строительства на разработку ПСД санитара в том числе. Устьяна, базирование санавиации, это вообще целая программа у нас есть по санитарной авиации по развитию, я знаю, что в том числе в МОМА, Северный район, да? К сожалению, пока она идет в движение, но я думаю, что мы будем принимать какие-то конструктивные решения в дальнейшем в развитии санавиации.
Единственное, здесь стоит вопрос, это о содержании вертолетных площадок. И здесь, в первую очередь, это нагрузка ляжет на муниципальное образование, в том числе с сигнальным огнем в ночное время суток. По лекарственному обеспечению, по аптекам, вообще это тоже, значит, муниципальные аптеки, либо они частные, это тоже является ответственностью муниципального образования. Министерство здравоохранения отвечает первое за, значит, обеспечение лекарственными препаратами стационар, дневных стационаров и дополнительное лекарственное обеспечение. Вопросы ПДО тоже очень острые, мы всегда про него говорим, и там есть свои нюансы однозначно. Что касается по земскому доктору, который снят с прошлого года внесены изменения, и у нас теперь количество времени, отработанное по программе земский доктор, считается по факту наработанного времени. Те люди, которые сидят в декрете, они не учитываются. Значит, по заработной плате мы внесли предложение, в том, что вопрос звучал по земскому доктору, по-моему, от Луна, по 2 миллионам предложения внесли именно для врачей, работающих в труднодоступной арктической зоне. Что касается самой оплаты труда, то есть поручение Владимира Владимировича Путина, и сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации опять пересматривается оплата труда, значит, в системе здравоохранения. Значит, по Салдану я уже говорила в части того, что значит, нельзя хранить. Все-таки мы идем сегодня в рамках тех требований Москвы, которые сегодня существуют. Количество снижения в республиканских больницах это на самом деле очень хороший показатель, потому что сегодня уже очень хорошо работают телемедицинские консультации. У нас нет необходимости максимальное количество людей значит, вывозить, не знаю куда и не знаю зачем, то есть все всегда значит, осознанно уже, и у нас сегодня хорошие показатели по санавиационным перевозкам. Что касается обеспечения автотранспорта, я уже сказала, что сегодня это в принципе программа модернизации, в том числе, помимо реанимобилей, санитарный транспорт в целом. Значит, по строительству я уже обозначила, да, что сегодня у нас порядка 1000 с лишним объектов требует либо капитального ремонта, либо строительства, либо каких-то реконструкций. Значит, дальше по Анабару, строительство врачебной амбулатории, значит, они входят в программу национального проекта. Переводно-сметное финансирование, это как раз о чем значит, говорит глава на Государственном совете, поднимал этот вопрос, и сегодня этот вопрос рассматривается, в том числе Министерство здравоохранения Российской Федерации. Значит, по кадровому обеспечению, по взаимозамену, действительно проблема очень большая, мы тоже ее решаем в рамках национального проекта по направлению кадрового обеспечения. Очень мне понравился, значит, подход МОМа, когда от туберкулезного диспансера зависит в том числе и котельная СКХ. А мне хотелось все-таки обратить ваше внимание еще раз, уважаемые депутаты, все-таки в медицинских организациях есть свои функции и полномочия. Мы должны лечить, профилактировать, диагностировать людей, но не создавать социальные условия. Это касается в том числе и рабочих мест. Ну, да, социальная служба, но в другом направлении. Значит, по строительству ФАПов и врачебных амбулаторий то же самое. У нас есть программа по первичному звену. Насколько она будет пролонгирована в следующие годы, пока сказать не могу. Помимо этого, включены эти объекты в программу Министерства Дальнего Востока. Мы вот буквально до конца года ожидаем подтверждения наших финансовых объемов, которые туда войдут. По оплате труда уже говорил, строительство говорил, очень вообще, а по трудоустройству сокращаем. У нас сегодня заключено соглашение с Центром занятости. И ведется планомерная работа. Единственное, что те цифры, которые сегодня вот звучат о сокращении, да, по оптимизации тех физических лиц, они еще такие достаточно эфемерные, то есть они очень грубые. Мы все равно подходим индивидуально. Были приведены, значит, в Сутарском районе на Слега, где сегодня уже, допустим, мы переговорив, там, обсудив, просмотрев, проанализировав еще раз, придумав какие-то возможные другие виды медицинской помощи, пришли к оптимальному решению, которое устроил и главу, и население, и здравоохранение. То есть каждый наследник, он рассматривается индивидуально. И Артем Михайлович просто молодой, наш главный врач, да, он знает, что все доктора у нас работают, еще раз повторю, идет целый курс, все главные врачи и главы, которые к нам подходили индивидуально, мы рассматривали, сидели
и в том числе с перемещением дополнительных вакансий штатных единиц для развития той или иной работы. Да, спасибо, Елена Ибрагимовна. Вот, вы одна из тех немногих министров, которые публично, не перекладывая на своих заместителей, всегда к нам приходят на все наши мероприятия и старается дать такие полные ответы на все вопросы депутатов. Но сейчас, пожалуйста, вопросы Елене Ибрагимовне. Елена Ибрагимовна, значит, у меня дело просто, мы достаточно плотно работали, парламентские слушания провели, до парламентских слушаний мы были в онкологическом центре, ветцентре, телецентре, ну, об этом потом у меня 3 вопроса. Центр занятости. Сколько сегодня заявок поступило от Министерства здравоохранения по переподготовке тех кадров, которые подпадают под сокращение? Это первый вопрос. Второй вопрос Елене Ибрагимовне. Мы были в Архангельском районе, данные уже есть, мы проводили Алексеем Александровичем. В Архангельском УЗИ было 62 штатных единиц, должны были подпасть под сокращение, ну как вакантные, да? И в Булунском районе такая ну это достаточно большие районы, которые население, конечно, не такое, как в Арабатском районе или в Одиноком. И вот этот вопрос. Сколько сегодня в Булунске, и почему не спрашивали? Главный врач Булунского района сегодня говорит 32 или 3 сокращения в 2 раза получается. И, значит, третий вопрос. Были ли вопросы оптимизации рассмотрены совместно с Министерством здравоохранения представителями органами муниципальных образований? Спасибо большое. Уважаемые депутаты, я все сразу увидела, что требуется. Вкратце доложу, уважаемые депутаты. Сегодня мы с Минздравом интересно видим работу, значит, компании. Разрабатывается программа дополнительных средств снижения напряженности наших труда. Помню, конечно, все здравоохранение. На данном этапе мы сейчас эту информацию всю детализируем, вплоть до каждого здравоохранения, сколько человек сокращаться подлежит сокращению их, профессиональный квалификационный состав, половой состав, пенсионеры, пенсионеры, это мы все идет. И, значит, какие вот меры поддержки. Вместе с сокращением мы, значит, имеем и свободные вакансии, в муниципальных районах, поэтому такие меры поддержки, как переезд и переселение, здесь, значит, мы оплачиваем правовой багажа и оплачиваем проезды расходы, если сокращаемые работники будут настроены переезд куда-то, здесь мы оказываем, да, вот как известное мероприятие, как повышение квалификации или профессиональное обучение или квалификация, такие мероприятия тоже заложены, то есть будет индивидуальный подход. Значит, здесь предусмотрен, да, когда люди пожелают переобучиться на какую-то другую профессию, возможно, повысить квалификацию и так далее. Вот есть поддержка как самозанятость, собственное дело, материальная поддержка оказывается для открытия собственного дела, самозанятых граждан. Некоторые такие мероприятия, я думаю, где-то в декабре, мы эту работу завершим, и в 2019 году, и в 2020 году мы ее будем реализовывать, и надеемся. Пока на сегодня нет, потому что сегодня сокращенных нет, пока сокращенных нет. Поэтому мы Можно я
Лапина, заместитель председателя правительства. Пожалуйста. Добрый день, Виктор Васильевич. Наталья Афанасьевна, уважаемые коллеги. Вот я только реплику небольшую по Бугунскому району сделаю, да, так дальше Елена Фраимовна все объяснит. По Бугунскому району у нас на настоящий момент поступила заявка Министерства обороны Российской Федерации, и мы будем совместно вместе с ними разворачивать медицинский пункт, в том числе одно из форм медицинских учреждений в районе Психики, поэтому непосредственно по Бугуну оно еще будет решаться вот таким вот достаточно сложным путем, но пойдет исключительно на увеличение. Поэтому сегодня мы будем соответствовать систему в соответствии того, чтобы можно было двигаться дальше. Спасибо. Елена Ну, Фраимовна. что касается вакансий, да, действительно, мы сегодня вакантные должности убираем, но на них нет физического лица. Значит, чтобы значит, не было сомнений о том, что вдруг, допустим, населению необходим врач-невролог, которого нет сегодня, вакантная должность, и врач-невролог появляется, у нас в территориальном фонде обязательного медицинского страхования создан отдельный фонд, который будет потрачен на оплату труда человека, который поступает в учреждение сверхнормативной численности. Он уже в этом году начал работать. То есть уже сегодня у нас доктора, которые пришли сверх численности на 1 января, оплачиваются не за счет учреждения, а за счет фонда обязательного медицинского. То есть если эта вакантная ставка, допустим, если теперь там лежит, на нее до сих пор нет специалиста, и мы вдруг ее забрали, это не значит, что там этого специалиста не появится. Как только будет врач, будет и Понятно. Записалась вакантная вопрос. значит, были бы вопросы, значит, у нас с каждым муниципальным образованием были рабочие встречи. Подписалось более 10 народных депутатов, так, еще у нас участники других глав районов и так далее будут. Поэтому просьба задавать вопросы конкретно и коротко такие же ответы. Пожалуйста, Губарь Виктор Николаевич. Елена Фраимовна, мы знаем вашу компетентность, и в информации сегодня услышали такую информацию, если бы, например, она, наверное, прозвучала, там, федеральных органов власти, сказали, все нормально. Все нормально. Как будто мы здесь тогда депутаты шум поднимаем вопрос. Все же в порядке. Первый вопрос у меня. Поэтому. Что же вас беспокоит вообще? Какие вопросы вас беспокоят в первую очередь? Раз. Второй вопрос. Почему закрывается детские санатории? Два. Почему закрывается противотуберкулезный диспансер? Три. Почему не выполняется программа ПД дядя? Ну, еще есть перебой. Пускай сегодня на годовой шуток неудовлетворительно. Василий Николаевич, я поняла первый вопрос, прощения. Что нас беспокоит в первую очередь сегодня на федеральном уровне? Вообще у нас, и вот вас беспокоит, как Финансирование. Система финансирования. например, сколько нам не хватает? Порядка 2,5 миллиардов. Чистые 2,5 миллиарда. Значит, что касается закрытия санаториев, сегодня у нас большая аналитика проведена по состоянию здоровья психиатрического. Кроме того, педиатрия сегодня имеет абсолютно другие подходы к лечению. Есть люди, которые должны получать это лечение в амбулаторных условиях, есть стационарные. Но стационарные там должны быть очень четкие критерии, как они должны быть. Начинает даже с самого медицинского объекта, в санитарных условиях. Поэтому у нас сегодня есть крупнейший научно-исследовательский центр, в котором там была педиатрия, в том числе и в водительской службе, которые сегодня могут покрывать потребность и инструкции на тех стандартах, которые требуются. Практически в районах мы их не касаем. Мы их привозим, они практически все здесь лечатся. Приведу вот, к примеру, МОН. Просто хотите, пожалуйста. МОН озвучил вопрос, туберкулезный диспансер, 900 квадратных метров медицинской организации. 17 среднего персонала плюс врачей. То есть порядка 20. Один пациент. Детский санаторий. Детский санаторий та же самая история. Да, Виктор Николаевич, мы как раз предлагали
отдельно сделать круглый стол по педиатрии, и также можно сделать отдельный круглый стол по лекарственному обеспечению. Хорошо, Как раз это именно в этом вопросе. вы взяли на карандаш необходимости передачи времени будет в таком формате. Так, пожалуйста, Находкин Андрей Михайлович. Уважаемая Елена Трофимовна, председатель постоянного комитета по силовой и оборонной политике, но данный вопрос в большей степени касается жителей сельских населенных пунктов. Так, у меня вот на руках приказ, который вы направили всем главным врачам центральных районных больниц. Ваш приказ под подписью об упорядочении и так далее. Там черным по белому написано: приказываю утвердить размещение сети медицинских учреждений 1.1.1.2, распределение поечного фонда и утверждение штатной численности. И в пункте 2 главному врачу принять настоящий приказ к исполнению. Вот мой первый вопрос. Вы всем работникам медицинских учреждений тогда дали уже рекомендационные листы, да? Нет. А этот приказ как тогда будет? Как раз там написано утвердить, то есть как раз главный врач должен утвердить, какая у него схема расположения организации, какое у него штатное расписание и так далее. Как только они утвердят, после этого они начинают все действия согласно трудового кодекса. Так, значит, работа началась все-таки. Все. Работа началась, но как это говорилось, его этапизировать, мы по многим районам на это пошли. В том числе в той же Моме. Второй вопрос, спасибо. Так, у Минздрава есть план, куда пойдут работать вот сокращенные работники, конкретно детских туберкулезных диспансеров? Конкретно в Нижнегородском районе Портогальский санаторий, 27 человек. Вы сказали, что с каждым индивидуально проработали. Какие планы у вас? План трудоустройства. Нет, не Степан, а план. Степан Иванович просто ответил уже на этот вопрос. Смотрите, я повторю. Сегодня у нас разработана дорожная карта. Мы сегодня не знаем конкретно еще по каждому физическому лицу пофамильно, кто у нас куда уходит. Эта работа сейчас проводится. Как только мы будем знать, кто из какого персонала куда идет, в больницу принимается, хоть в другой медицинской организации, переезжает, либо остается, вот там начнется индивидуальная работа. После того, как мы будем знать каждого пофамильно. Спасибо. Третий вопрос. В 2018 году, позапрошлом году, учреждение здравоохранения завершили год с кредиторской задолженностью. За 2019 год тоже есть кредиторская задолженность. Вы говорите о качестве. Не связана ли сегодняшняя оптимизация с нехваткой, с хронической нехваткой финансовых средств? Не повышением качества. В том числе, но в первую очередь, все-таки это качество оказания медицинской помощи. Мария Николаевна Стакурова. Конечно, Елена Трофимовна очень убедительно показала цифры, которые фигурировали на этом государственном совете. Да? С одной стороны, хочется верить, что действительно Елена Трофимовна, человек, который вчера, вот сказать, отошел от станка, сама была врачом, руководила учреждением, не будет резать по-любому. Я очень хочу в это верить, но с другой стороны, у нас есть такое очень загадочное Министерство экономического развития, которое пускает всем параметры. Я думаю, что нашему ответственному министерству, здравоохранения, образования остается только приводить это в соответствие и соответствие для того, чтобы не лишиться своей должности, соответствия всему этому. Я, конечно, очень оцениваю героизм Елены Трофимовны, что она вот так вот амбулаторией ложится, но всегда это стоит делать, потому что вот здесь присутствует глава Филярского университета Волгоградского УВУЗа. Например, он сказал, что из 12 сотрудников медучреждений федерального следа, из 17, 12 хорошо, они у них на руках уже регистрационные листы.
районных больниц тоже, они люди подневольные, им же контракты надо продлевать, остаться на своей должности, им тоже приходится соответствовать тем загадочным параметрам, которые запускаются нашим чудесным Министерством экономического развития. Я вот все-таки думаю, что здесь вопрос кроется в следующем. У нашего Министерства экономического развития нет абсолютно видения. Вообще люди какие-то странные, они не знают, что есть наследие много-много за километров, да, от центральных районов больниц и так далее. И мне кажется, надо вопрос адресовать больше нашему Министерству экономического развития, так как, еще раз говорю, что отраслевые министерства выполняют эти параметры. Вот хочется, чтобы они как-то тоже ответственность несли. Хорошо? Ну, какие параметры до главных распорядителей Подождите, Василий Иванович, вам в конце, да. Так, Светлана Васильевна, затем Марат Вы знаете, что у нас в республике все 4 субъектов Российской Федерации проводят эксперимент по школьной медицине. У меня вопрос, какая перспективная модель школьной медицины у нас есть? И мы сможем ли вообще возвратить в образовательные организации медицинских работников без ущемления их медицинского стажа, трудового стажа и заработной платформы? Нашего проекта пока нет результатов, по какому пилоту пойдет Россия, потому что уже не рассматривается по окончанию 2019 года. Что касается возвращения медицинских работников в школы, сохранения их статуса, то сегодня как раз таки наша новая оплата труда, она является сквозной. То есть на самом деле медицинский работник, неважно в какой сфере работает, в социальном образовании, в здравоохранении, должен получать одинаковую заработную плату с одинаковыми социальными гарантиями. Поэтому то, что было причиной перехода в 2010 году, сегодня уже не актуально. Но по какому формату, я пока не могу сказать. Мы проверяем свой Работы, да. Есть два момента, на которые хотела обратить внимание. В этом году мы провели большую работу по проведению положения системы оплаты труда. И все-таки по принципу сквозного финансирования мы пошли. И поэтому, независимо от того, что мы пойдем на увеличение фонда, да, то у нас медицинские работники в школах не получают ровно столько, сколько они получают да. Без ущемления, да. Но у нас вот именно по фонду оплата будет такая же оплата. Также, например, в домах престарелых медицинские работники, независимо от того, что, например, у терапевта на участке 1200 человек прикрепленных, а в доме престарелых прикрепленных 130 человек, у такого терапевта равная, у таких терапевтов равная заработная плата. Это можно, вот очень радостная вещь, да, вот в этом названии, и мы можем уже... Просто просто здесь нужно, чтобы дальше продолжили вместе с нами работать с федеральным центром, для того, чтобы какой-то пилот пошел в качестве компании. Просто отменить. Спасибо. Султана Марат. Елена Хаймовна, вы сказали, что не хватает 2,5 миллиардов рублей, да? И вот хотите узнать оптимизация все-таки в денежном эквиваленте, сколько будет точно экономить. У нас точные цифры. Это первый вопрос Елене Фаимовне, и второй вопрос. Сюда идет нашего комитета по здравоохранению Чебинару Владимиру Ильичу. Значит, мы на решение комитета, в комитете по здравоохранению решили, что на рекомендации второму пункту будем внести предложение о приостановлении упорядочения учреждений. Это почему-то вот по второму варианте рекомендации я не вижу, и, пожалуйста, ответьте, в чем дело. Мы не ставим перед собой целью считать экономию, сокращение должностей или чего-то еще. Потому что все это остается в отрасли. Это
как говорится, правительство вот такие установки приостановили и так далее давать не можем. Мы можем только рекомендовать. И если посмотреть внимательно, то в этой формулировке она как раз и охватывает то, что, о чем мы обсуждаем. Аркадий Анатольевич Семенов, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы с вами инициировали раз По-быстрому, пожалуйста. у меня вопрос касается, ну, понятно, что Министерство здравоохранения предлагает оптимизировать и даже сокращение конкретно больше 1000 человек, да? И оптимизация систем здравоохранения, школ, больниц, потерянного амбулатории, штат, у нас очень много доступных районов, я еще раз хочу заострить один момент. Не имеем возможности, в моем понимании, сократить те медицинские учреждения, которые находятся в удаленных очагах, пока мы не наладим нормальную работу санатория. И это, наверное, один из основных моментов. Если мы сокращаем и там сокращаем, это, наверное, неправильно. На комитете, когда мы вопрос задавали, здесь предлагалось сокращение расходов на санатория. Я подчеркну, везде медицинские организации не сокращаются. Я знаю. Да. Что касается авиации, то прекрасно знаете, мы идем работу по плановой авиации, включение ее в федеральный закон. Спасибо. Алексей Ильич, пожалуйста. Добрый день, Лена Фаимова. Мне скажите, пожалуйста, я совершенно запутался в информации, да? Солодов сказал, что председатель правительства увеличивается количество врачей, общее количество врачей до 47 единиц. Да, совершенно. Общее количество. Алексей Сергеевич глава республики сказал, что вообще сокращение у нас не будет. Так, Скворцова заявила, что Якутия входит в топ-5 и занимает 5-е место по количеству сокращений врачей в Российской Федерации. Мы занимаем 5-е место. Если в целом в Российской Федерации у нас количество врачей увеличивается на 0,07%, то в Якутии, по ее словам, Скворцова заявила, что она сокращается на 17,2%. По сегодняшним материалам круглого стола я читаю о том, что у нас штатные единицы у нас в системе здравоохранения сокращаются на 1152 единицы, из них врачей 146 единиц. А фактически, вы говорите, по физическим лицам у нас сокращается на 1180 человек, то есть даже больше, да? И в том числе у нас сокращается младший медицинский персонал очень много и так далее, и так далее, и так далее. Так, мне вот информация какая верная? Ольга Валерьевна. Я прошу прощения. Здесь информация вся, она апеллируется друг к другу. Начнем со Скворцова. После того, как эта информация прозвучала на Государственного совета, она была опубликована на РБК. В это же время одновременно на Госсовете прозвучала иная информация. И вечером Министерство здравоохранения Российской Федерации обратилось в РБК, и РБК выдала непосредственную информацию о том, что, к сожалению, не был технический сбой. Якутия не могла, не входила, не может входить в количество, те субъекты, у которых, сокращают врачей. Это однозначно у нас везде постоянно идет рост. Теперь по первой информации, очень внимательно вас слушала. А сравнивать информацию сокращения и увеличения нельзя, да? Действительно, у нас есть вакансии порядка 50 врачей, поэтому мы будем их искать. Сокращения пойдут в основном сильно медицинский персонал. Там, где пойдут врачи, естественно, есть и такие сокращения. У нас вакансии есть на врачей, 50 врачей. Кроме того, со стройкой 2 новых объектов врачей еще нужно будет больше. На настоящий момент основную проблему, которую по перераспределению
Поэтому не нужна эта информация, как будто не противоречит. Кроме информации Скворцовой, которая была проверена. Она была проверена, Информация была провернута Скворцова. Я как раз сайт Скворцова вам показала. 26 за полгода в России. когда прозвучала эта информация РБК, в это время у всех, как говорится, глава республики, у всех, соответственно, субъектов, которые попали, например, субъект какой, как Томская область, попал в субъект, у которого вдруг откуда ни возьмите появилось 8 тысяч врачей. Да, для Томска это тоже было немного непонятно, откуда и с какого лечения. Да, несмотря на то, что такая самая. Хорошо. Теперь у меня второй вопрос такой вот. Вы, Елена Борисовна, сказали, что у нас 78% финансирования идет на фонд оплаты труда. С учетом повышения фонда, повышения заработной платы у нас 83% будет идти финансирование на фонд оплаты труда. В результате вашего действия, да, которое вы сейчас вот нам информацию давали, сколько процентов от объема финансирования будет идти на фонд оплаты труда? Мы планируем выше 70%. Сколько? Не выше 70%. А если получается где-то 13%, да, вы можете сэкономить? Ну, на фонде оплаты. На фонде оплаты труда. Министерство возможно сэкономить. Опять-таки, еще раз повторяю. Ну, я, скажем так, направили на модернизацию, улучшение качества, да? Мы направим в первую очередь на содержание врачей, которых у нас меньше, чем необходимо, за счет сокращения административного и прочего и среднего персонала. Второе, мы отправим на материальные статьи, в том числе на медикаменты, на запуск оборудования, когда вы говорите. Исходя из этого вопроса, у меня такой вопрос. 13% это в цифрах, в рублях сколько это? Всего фонд оплаты труда и ожидается увеличение до 26,5 миллионов. То есть 13% это где-то, если даже 25 миллиардов, на 10% это 2,5 миллиарда. То есть, другими словами, доход населения в системе здравоохранения упадет на где-то 2,8 миллиарда рублей. Так получается? Фонд оплаты труда. С доходом населения не связано. Я говорю о фонде оплаты труда медицинских учреждений в составе структуры тарифа. У меня вопрос очень конкретный. Вы сказали, что 83% будет идет на фонд оплаты труда сельскохозяйственных. В результате всех этих действий мы сумеем фонд оплаты труда сократить до 70%. Разница это 13%. Вы сейчас сказали, что где-то порядка 26 миллиардов рублей идет на фонд оплаты труда. Это пойдет на улучшение материальных статей расходов. Это медикаменты, питание. Вы сказали, 26 миллиардов идет на фонд оплаты труда, вы как бы выбираем 13%. Имейте в виду, что население у нас, медики, которые уйдут, то есть они на эту сумму потеряют заработную плату. Да. Но мы как раз и предлагаем альтернативный бизнес. Так считать тоже нельзя, потому что сейчас, как говорят, они пытаются объяснить, считать подушевое, у нас финансирование непосредственно здравоохранения является подушевым. И ни в коем случае мы никогда саму систему, которая существует в России, в четком стандарте именно подуша, на республику не приложим. Поэтому у нас происходит перекрестное финансирование до сих пор. И сверхнорматива мы будем финансировать нашу практику, мы будем финансировать всю сельскую местность сверхнорматива. Она была, есть, она и остается. И другого выхода у нас нет. Естественно, мы убираем тем, где больше населения. Мы все равно его остаем, поэтому здесь нельзя назвать, что это сумма так. Совершенно правильно вы говорили. Совершенно правильно и направленно вы действуете, в принципе, да? Почему? Потому что я говорю о том, что у нас вообще по всем программам у нас фонд оплаты труда очень высокий. По всем. И в системе образования, в системе здравоохранения. На самом деле там сидит практика 80% это фонд оплаты труда. Я вот почему я спрашиваю, вы до 70% сократите, у вас 30% пойдет на закупку того же оборудования, на закупку лекарств и прочие вещи. Но я по-моему смотрю с другой стороны, да?
ведь мы 26 миллиардов рублей, хотим мы этого или не хотим, давали эти заработные платы. Будет это младший персонал, средний персонал, врачи, техработники и так далее. И речь здесь идет о том, что в основном это были люди села и женщины, которые, не скрою, они являются кормильцами сегодняшней населения, потому что женщина работает в бюджетной сфере, а мужчина, он смотрит за корову, если у него есть погоде. Так вот, в результате всех этих действий вы сказали, что 12% сократили фонд оплаты труда в целом по финансированию здравоохранения. И эта цифра у меня коррелируется на уровне 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Так, если мы возьмем из них, что это подавляющее большинство села, то это получается, что где-то минимум 2 миллиарда рублей всего потеряется доходность. И вот поэтому я в рекомендации просил бы, чтобы правительство Республики Саха-Якутия было рекомендовано совместно с муниципальными образованиями буквально адресно по каждым семьям посмотреть там муниципальное образование. Семья Ивановых, она была медсестрой, женщина, муж, скорее всего, у нее не работает.